Чем дальше проникали мы вглубь Алтайских гор, тем дичи и безлюднее была дорога, тем опаснее крутые косогоры и переправы. Помню то утро, когда в безлюдии реки показался идущий в лодке высокий бородатый мужик. Этот человек, точно играя шестом, скользил против быстрых зыбких волн. Войлочная шляпа, скатившаяся на затылок, открывала его смелое и суровое лицо. Это был старовер, один из тех каменных людей, которые совершили чудовищный подвиг в терпении. Георгий Гребенщиков. Контакты Гребенщикова с старообрядцами, они во многом определили его судьбу. Он человек уже культуры 20 века, знающий уже про аэропланы, про радио. Оказывается, чуть ли не в первом веке христианства, когда он слышит эти заунывные старообрядческие напевы. Татьяна Черняева, кандидат филологических наук. С 1994 года исследователь творчества писателя Георгия Гребенщикова. Город Барнаул. Он, повествователь, движется против течения реки, потому что до него этот путь проделали старообрядцы. Они укрывались в горах, старались уйти, чтобы спрятаться от цивилизации их нагоняющей. Река – это мощь, мощное движение жизни. И это мощное движение жизни старообрядцы пытаются преодолеть. Алтай Гребенщикова – это пространственный и исторический простор, подталкивающий человека к вечному движению, заставляющий его взаимодействовать с представителями других культур. Алтай Гребенщикова – это опыт жизнестроительства и закрепления на земле, характерный для сибирских старообрядцев. На этих двух основах, противоположных и взаимодополняющих друг друга, держалась, по мнению писателя, Алтайская Русь. Староверы. Я возле них выросла, они бы сказали, да она возле нас всю жизнь свою пробилась. Мы расстались с ними только пока я училась. Приехала вот сюда после института и все время работала в школе. И вот с ребятишками мы создавали вот этот музей, собирали. Раиса Кучуганова, этнограф и фольклорист, основатель музея старообрядческой культуры и быта. Село Верхний Уймон. Первый пришел в эти места бочкарь. Бочкари жили в Подмосковье, жили хорошо. Все было. Пришли реформы Никона, 1654 год. Ушли на реку Керженец, оттого их Кержаки и зовут. Пожили там. Но нашлись же стропотливые вредные люди. Стали их ругать, преследовать, обзывать. И тогда они решили уйти оттуда. И пошел бочкарь Исаак. Ему всего-то 19 годков было. Ушел ранней весной и пришел в эти места только уже к осени. И когда он вышел вот в нашу долину, горы-то словно раздвинулись. Великолепная река, покрытая ивняком, березняком. Тут же черемуха росла, богородской травой пахла. Понял он, сюда он шел, сюда пришел. Но Исаака все душа болела. У него на Керженце невеста осталась, Татьяна Атаманова. И он пошел, женился на Татьяне Атамановой. Следующим годом пошли уже Бочкаревы Атамановы. Так и пришли, прославили Бога и остались в этой долине. Было столько рыбы, сколько дичи в горах. У каждого были пасеки. Такое приволье. И вдруг это все стали забирать. Все стали забирать, забирать, забирать. Мария Атаманова, потомок уймонских первопоселенцев, представительница известной старообрядческой фамилии, село Замульта. Отец в этот период НЭПа решил организовать моральник. У нас рога висели под крышей, и покупатели приезжали. Зажили, это как райская жизнь была. А потом, когда близилось к делу-то коллективизации, стали мужчин
аресты на мужчин и расстрелы. Ну а видя такое, мужчины все подались в горы спасать свою жизнь. Когда одни женщины и дети, легко было коллективизацию проводить. У меня братик только кричал: это мы орехи с папой. А мы молчали, что мама, берите, пожалуйста. Потом везде такой лозунг, что сдавайтесь, выходите, вас мы не будем трогать, занимайтесь хозяйством, все будет спокойно. И братья моего отца поверили, истосковались по мирной жизни, вернулись, всех забрали и расстреляли. Отец наш, у дедушки было 5 сыновей. И он был, по-видимому, похитрее всех. В Китай уехал. А за что нас-то ссылали? Отец эксплуатировал людей. За этот моральник и нас и сослали. Те, которые городили этот моральник, один из них не побоялся, высказал, что Василий Атаманов нам заплатил втройне, как они нас кормили, как мы питались. Вот. За что вы? Никакой эксплуатации нет. И его вечером уже, на утро его уже расстреляли. На Рим, когда сослали, у нас же вооруженные конвоиры сопровождают, в страхе жили. Ночью соскакивали, спали под телегой, соскакивали, нас стрелять будут. Вот, и братик бежать, где-то прятаться собрался даже. Печальная слеза я не слышу. Каждая деревня встречала плачем, везут лишенцев. И вот там я запомнила гречневые блины, там курочку, там яйца, там всю еду прямо на телегу, в ручки. Вот. А конвоиры отталкивают, а они, несмотря на то, что несут и несут и несут. На каких-то таких холмиков нас высадили, кругом болото, болото. Река Гнилушка стоячая, жили в шалашах. Ну, предки у меня из старообрядцев. Одни из первых появились в Уймонской долине. Около 10 лет работал в системе лесхоза. А потом бросил все и уехал на пасеку. В 1988 году на коне поехал искать место. Выехал на эту вот поляну вблизи дома сейчас. Поглядел, светит солнце. Очень много отцветших растений. И сказал, здесь я буду жить. И вот 22 года живу. Григорий Зырянов, более известен на Алтае как Пименыч, основатель таежной пасеки в верховьях реки Катунь. Разгильдяя и размазне здесь, в общем-то, неуютно немножко. Потому что не сделал сегодня, завтра уже и делать не надо будет. И потом будешь думать, а что кушать? Наталья, она заехала случайно, с братом они здесь были. Я в то время один жил, зашла в гости, да так и осталась. И вот уже 14 лет здесь живет. Получился из нее очень хороший пчеловод. Пчелы очень мудрые существа. У них все отрегулировано. Кто носит пыльцу, кто носит нектар. Каждый занят своим делом. И было бы, конечно, прекрасно, если бы человек занимался тем же, своим делом. Я у него попросилась остаться здесь на зиму. Он уехал в деревню по своим делам, а я здесь зимовала несколько месяцев. Наталья, жена Григория Зырянова. Родом из Челябинска. Живет и работает на пасеке с 1997 года. Надо было для начала привыкнуть, потому что от ближайшего населенного пункта сюда 56 километров.
привыкнуть к тому, что нет электричества, и ты ограничен в каких-то своих действиях, ну просто снегом, потому что вот он выпал, и ты не можешь без лыж никуда уйти. И иногда были такие метели, что я без лыж, ну как это не смешно, не могла до туалета дойти. При всем при этом, может быть, это и есть то, что люди называют счастьем. Когда ты можешь сам с собой разобраться, внутри тебя вся эта муть от текущей жизни как-то осядет, и появляется такое понятие, как человечество, и как вселенная, как мир в целом. Издалека все это воспринимаешь, а когда приезжают люди, самое смешное, они приезжают со всеми своими мелкими проблемками, а ты вроде проникся к ним большой вселенской любовью, и они начинают вести себя, как они обычно ведут. Ты думаешь, Господи, ну зачем вы так все портите? Все это благодать. Мое право на свое собственное местечко в литературе. Путанное это чувство, и в то же время крепкое, как дикая кривая береза в поле, которую не берет топор, потому что она в своей кривулине покрыта самой крепкой болонью, защищающей ее еще в детстве сделанный надлом. Георгий Гребенщиков. Он говорил о том, что детство богатое невероятной нищетой. Единственное, что его примиряло с этим убожеством жизни, это природа. Убогое село контрастирует с масштабностью, с грандиозностью, которую он видел, поднявшись на небольшой взгорок. Мать родила его на рассвете, она вышла из избы, чтобы корову отогнать в стадо. И в этот момент ее, так сказать, схватили родовые схватки. Поэтому его тяга к простору, стремление ехать на край земли и узнавать все новое и новое, я думаю, отчасти вот это впитанное с молоком, что называется, матери. Поэтому это была его инициатива, поддержанная матерью, уехать из этой глуши, и он сталкивался со множеством человеческих историй, человеческих судеб. А у него было очень чуткое ухо. Он многое запоминал, и впоследствии эти истории каким-то образом все равно всплывали в его творчестве. Его дед – один из вождей старообрядчества, один из тех мощных людей, с которыми встречался Георгий Гребенщиков во время своего путешествия на Алтай. Александр Фирсов был первым, кто в постсоветскую эпоху обратил внимание на наследие забытого русского писателя. Первым, кто пусть и в домашних условиях начал издавать многотомную хронику старообрядческой семьи. «Чураевы» – стержневое произведение Гребенщикова. К его написанию он приступил в разгар Первой мировой, когда уже слишком сильным стало предчувствие, что страна обречена, когда уже было понятно, что вместе с Россией исчезнет и Алтайская Русь. Патриархальный уклад старообрядческой деревни рушится под напором городской цивилизации. Глава семьи, крепкий еще старик Чураев, покидает разгромленное Чураевское царство. Он перекрестился, встал в свой челнок и оттолкнулся от берега шестом. В душе его сложилось желание навсегда уединиться в пасеке. «Там в тишине очищу сердце и выну дух мой Господу». Грустно, как бы хороня себя, думал он. Когда шест выскользнул из рук Чураева, он повалился в лодку и свободно вытянулся в ней, как в просторном, открытом гробу. Дед мой, Атаманов Вахромей Семенович, он готовил настои, отвары, был народным лекарем. Но еще самое главное его интересовало – он встречал и провожал всех путешественников. Когда он встретился с Рерихом, он от него ни на минуту не отходил. И они, говорит, на крыльце просидели всю ночь. И уже солнце взошло. Женщина, я, говорит, вот иду, телят прогоняю. Американец, они его не Рерих, только американцы называли. Начинает говорить американец. Дядя Вахромей откроет рот и слушает, как глотает что-то. И она приходит в семью и говорит: с дядей Вахромеем творится неладное. Американец в него, говорит, ну как-то порчу какую-то вселил. Его надо поить травками самого. Вот он, наверное, спрашивал у Рериха и про звезды, и про растения, и про религию. В
дед умер в Нарыме. Вот представьте, маленькая земляночка. С одной стороны одна семья его сына, с другой стороны другая семья другого сына. И мама вспоминала молча и слезы градом. Какие-то палочки нам делал, чтобы отвлечь. Начинает городить что-то или из глины делал. Фигурки какие-то. Они, говорят, не обращают внимания, не реагируют. Они не смеются, они не плачут, они у вас пищи не просят. Нас, говорит, иногда на улицу позовет, обхватит нас, этих мам, рыдая, говорит, я не могу на детей смотреть, как они умирают. Но за что? Что сделали дети власти? Гребенщиков к 18 году оказался в Киеве. Все бежали, как крысы, как говорится, с тонущего корабля. И возвратиться в Сибирь ему было невозможно. Он не по политическим мотивам уезжал. Он четко пишет: «Я русский писатель, выехавший из России вне беженской волны». И это были причины чисто личного порядка. Он встретил женщину, которую он полюбил, Татьяну Денисовну Статник, и задержаться в Европе надолго он не мог. Это его сибирская и крестьянская жилка. Он не мог сидеть сложа руки и ждать вспомоществований, так сказать, откуда-то. Он начал добывать деньги. Чета Швецовых хотели построить в Ницце для себя дачу. И вот можете себе представить, Гребенщиков и Татьяна Денисовна были строителями этой дачи. Бунин разорвал с ним отношения, потому что он считал, что Гребенщиков просто настоящий кулак, и Гребенщиков чувствовал себя здесь неуютно. В Нарыме люди уже обжились, клюкву, бруснику, рыбу стали ловить. Поля уже были засеяны горохом, картошкой. И тут на другое место, опять в тайгу. Тут уже мама не вынесла, решила идти. Помню, мост рядом, охрана, речка, Коршан. И вот, представляете, она изучила все днем. И потом нас вечером вот так вещи перенесла, а потом каждую ей по горло вот так перенесла нас. И в Чище мы тут на берегу целые сутки жили. Вот умно поступила, потому что станут догонять сразу. И вот мы подходим через 3 или 4 дня. Милиционер вверх, стрельба. Нас заворачивают, ведут уже в Катузку. А другой милиционер ему говорит: где у тебя были глаза? Куда ты смотрел? Представляете? Но мама почувствовала поддержку. Как-то тоже успокоилась. И видать, что не без его участия на утро нас с мужчинами отправили. И этот мужчина нам показал дорогу. И представляете, пока мы так шли, свежие кал медведи. А мама мне рассказывала, я уже, говорит, не людей боялась, а медведя боялась. А как, говорит, обидно, люди там, говорит, я слышу, разговаривают, а мы не имеем права с ними общаться. И вот мы пришли в Новосибирск. Нас под сиденье, как эти багажники-то, нас туда посадили проводницы. Мы до Бийска так вот ехали. Вышли из Бийска, и вот вдали стадо овец, Алтайка, юрта. Мы зашли. И вот она нам по большому куску хлеба отломила и по кружке простокваши. Так вкус этой простокваши у меня сейчас сохранился. Я ее, какую бы простоквашу не ела, я ее не сравню. Алтайка смотрела на нас
И только слезы, молчала, слезы вытирала, своим рукавом вытирала. Пошли дальше. Идем через гору. Охотники едут. И через седла у них волки убитые. Вот с такими пастью, с такими лапами, хвостами. Они маму в сторону отдали. Куда вы идете? Вы на гибель, вас тут сейчас волки растерзают. Но что маме делать не было? Она молитву творила нас, просила молиться. И шли, и шли. Мудрая, святая наша мама. Она нас 4 спасла. И все мы вернулись. Живы-здоровы. Чтобы здесь выжить, надо физически обладать какой-то силой, каким-то здоровьем. Муж в последний момент весной остался без помощника. А выставить пчел одному это практически нереально. И пришлось идти сюда пешком. Дорога уже зимняя пропала, Катунь уже стала проваливаться местами. Ну, взяла лыжи, рюкзачок и пошла. Первые 20 километров я долго думала, зачем же я взяла лыжи, потому что там уже была зеленая трава. Потом через 20 километров я поняла, зачем они мне были нужны. Лед был тонкий, и без лыж я бы, конечно, вообще просто провалилась и ушла бы под воду. А дальше начинались пороги, чтобы их обойти, надо было залезть на гору. Иногда приходилось прямо на 4 костях с лыжами в руках ползти кверху. Когда обошла пороги, спустилась вниз, там тоже есть небольшая пасека, я у них переночевала. Утром все это раскисло, но вот очень интересно, лед весной теряет крепость, и когда на него заходишь уже на такой, на некрепкий, и он вместе с тобой так шипит и плавно отпускается под воду. И потихонечку отползаешь назад. Где-то бывает, что льдинка под ногой схрустнет, и так обрадуешься, что, слава богу, ты еще на эту ногу не встала, есть шанс вернуться назад. На другой день уже была здесь. Ну, передохнула часа 2, и мы пошли выставлять пчел. Если бы я не пришла, я даже не знаю, чем бы тут сезон начался. Как мастер Гребенщиков крупен и силен. Он пишет, будто крепостные стены кладет, и слова его ложатся в эти стены прочно и удобно, не пошатнется нигде. Без гребенщиковского самобытного языка, ядреного и самоцветного, без его характеров, шитых могучей природой, человек выглядел бы похилее. Валентин Распутин. Гребенщиков в Америке он нашел себя. Сибирь и Америка, вот эта параллельность судеб, истории. Он нашел место, которое очень напоминало ему Алтай. Вот вся его жизнь прошла в этом стремлении весь мир понять через Алтай и весь мир сделать своим, увидев в нем какие-то черты Алтая. И вот Гребенщиков в Чураевке мастил дороги, он построил своими руками дом, в котором они жили с Татьяной Денисовной. Он выложил часовню, сделанную по эскизам Рериха. Это огромные камни, так сказать, нужно было их таскать, нужно было их укладывать. Это был, конечно, центр русской православной церкви за рубежом. Там собирался цвет русской эмиграции. Чураевка – это не только деревенька, где как бы мимоходом для раздумья и труда очутились русские изгнанники. Чураевка – это как далекое эхо раз пропетой русской думы, откуда-то из-за гор алтайских. Ее идея – это тяжкий молитвенный вздох отшельников и строителей потаенных древних русских скитов. Именно этот вздох через времена и пространство долетел сюда и напомнил, как началась и чем утверждалась русская земля. Георгий Гребенщиков.